Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, дорогие братья и сестры. Из-за того, что международный баланс сегодняшний день за днем изменяется, появляются новые международные проблемы, э, из-за международной борьбы сегодняшний день мы многие другие вопросы оставляем и не обращаем внимания на этих вопросов. Все взоры человечества сегодняшний день направлены либо в сторону сектора Газа, проблемы Палестины, либо в сторону Украино-российского конфликта. И другие конфликты для мусульман особенно кажется незначительным. Поэтому я решил остановиться на вопрос, касаемый африканской стороны вопроса Судана. Дорогие мусульмане, Судан занимает важные стратегические расположения на африканском континенте. Судан считается воротами столь важного восточного государства, как Египет. Также Судан простирается в глубине Африки, соединяясь с такими государствами, как Кения, Уганда или Демократическая Республика Конго. Также Судан имеет выход к Красному морю, что позволяет ему взаимодействовать с жителями Тихама, жителями Хиджаза на Аравийском полуострове. Кроме этого, на востоке Судан граничится с Эфиопией, на западе с страной Чадом и Ливией. Наряду с географической обширностью Судан имеет колоссальные сырьевые ресурсы, благоприятный климат и огромный потенциал. Все это, то, что мы изложили выше, дает возможность Судану быть самой большой стороной в производстве разновидных сельскохозяйственных продукций. В особенности, если учесть многочисленные притоки Нила, придающие почве побережья плодородность, что способствует обеспечению потребительской корзины главными продуктами питания для всех стран исламского мира. Этим самым Судан может обеспечить безопасность мусульман в сфере продуктов питания, которая не уступает по своей значимости военной или политической безопасности. Природные богатства Судана не ограничиваются только сельскохозяйственной областью. Глубинные недра земли Судана наполнены ценными металлами, необходимыми для продвижения индустриального прогресса, такими как золото, хром и другие товары. Добавок к этому обильные запасы нефтяных бассейнов Судана. Такие запасы в действительности служат компонентами крупных государств, таких как Соединенных Штатов или англичан и другие большие государства в полном значении данного слова. Поэтому, дорогие братья, неудивительно сегодняшнее положение в Судане, что сверхдержавы как в прошлом, так и в настоящем борются между собой за Судан. Целью овладения его немыслимыми и неисчерпаемыми богатствами. Кроме этого, в Судане есть мечеть под названием Дангала. Это первая мечеть, построенная первыми мусульманами в Судане.
Все мы знаем, что Судан был открыт во времена правления Усмана, разиаллаху анху, который приказал валию Египта распространить свет ислама в этой стране. Он отправил войска во главе Абдуллахом ибн Абу Ассархом. Именно данный человек был валием Египта. Именно данный человек открыл эти земли в 31 году по хиджре. Ислам распространился и наполнил весь Судан от севера до юга, от востока до запада светом ислама. Такое положение продолжилось во времена всех халифов исламской уммы. Судан выступил в джихад против англичан в 1896 году до 1916 года. Мусульмане Судана воевали против колонизаторов, против британцев в течение 20 лет, пока в городе под названием Дарфур не пал шахидом герой исламской уммы Али Динар. Это именно тот муджахид, тот ученый, который построил мечеть, то есть место сбора паломников в Медине, который называется Зуль-Хулейфа. И кроме этого он еще выкопал колодец для паломников, которые собираются для паломничества в Медину. Именно данный колодец в сегодняшний день называется колодец Али. Исходя из этого, дорогие братья, Судан для исламской уммы, для ислама имеет важный роль. Точно так же для сегодняшних сверхдержав Судан имеет очень важную роль. Поэтому мы не должны забывать, что там происходит в сегодняшний день. В сегодняшний день в Судане, хотя мы упомянули его ресурсы, его богатство, но суданцы умирают от голода. Кроме этого, если в сектор Газы мусульмане погибаются из-за ударов неверных сионистов и во главе Запада, в сегодняшний день в Судане то, что происходит очень страшным, это мусульмане убивают друг друга. Во главе Аль-Бурхана и во главе Хамидат, которыми являются мусульманами. Ради ничтожных правления и власти они готовы уничтожить друг друга, то, что является великим харамом. Кроме этого, Судан стал колонией Великобритании в 1896 году. Тогда еще не существовала палестинская проблема. Исходя из этого, сегодняшний день в реальности Судана находится два колонизатора, один из которых является старым во главе британцев, а вторая новая, которая ведет сегодняшний день борьбу за влияние между собой, в результате которого уничтожается, погибает целые страны исламского мира и часть исламской уммы. Многократно увидев в социальных сетях дуа, многие призывают, что мусульмане встали в тахаджуд намаз, совершали, обратились к Аллаху с мольбой для населения сектора Газа, но ни разу мы не наблюдаем, что кто-нибудь из нас пробудил бы нас к совершению дуа или дополнительных молитв для жителей Судана. Хотя суданцы, хоть являются чернокожими, они являются нашими братьями, и Судан является исламской страной. И кроме этого, Судан имеет большой потенциал для восстановления исламского государства под названием халифат и для его распространения по всему миру. Поэтому я решил
короткие напоминания сделать касательно Судана, чтобы данные проблемы это не только проблема суданцев. Это точно так же проблема, как Палестина, является проблемой всей исламской уммы и проблемой ислама. Точно так же проблема Судана это наша проблема. Это проблема ислама и проблема мусульман. И необходимо обратить внимание за эту проблему в свои взоры и сделать правильные выводы и предупреждать исламскую умму насчет планов и проектов колонизаторов. Да? Джазакум Аллаху хайран.